Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Катерина Некреча, и уж так мне повезло, что уже третью программу на этой неделе мы делаем о выборах. Мы будем продолжать этот тренд, потому что выборы парламентские в Украине — это тема одна из просто, если не номер один, да, то периодически она становится номером один, и то, что происходит сегодня в украинской политике, интересно и в Украине, и за ее пределами. И, конечно же, интересно о том, что происходит вот с парламентскими выборами, и крымчанам, да, и мы стараемся максимально об этом говорить. Я отмечу, что в наших эфирах мы будем максимально приглашать вот всех крымчан, крымских татар, которые идут по любым спискам или по мажоритаркам в парламент украинский. И мы это делаем немножко сумбурно, в зависимости от того, как люди соглашаются. Но вот за этот отрезок времени, пока мы все, значит, в ожидании, какой будет дата, во-первых, все-таки этих парламентских выборов, что решит Конституционный суд. И, собственно, когда мы к этой точке придем, я думаю, что в наборе наших эфиров будут очень разные гости, и максимально весь Крым будет представлен. Я напомню, что крымские общественные активисты, представители Меджлиса крымско-татарского народа заявили о своем участии в досрочных парламентских выборах. Их можно будет увидеть в избирательных списках очень многих партий. Например, гость нашей студии сейчас Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте. Вот вы были включены в список партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Мы сегодня поговорим конкретно о вашей ситуации. Конечно же, поговорим глобально о том, какие планы лично у вас, возможно, как у будущего народного депутата, да, в украинском парламенте, и что, собственно, важного для Крыма хотите сделать. Но первый вопрос к вам, Ахтем Аха, связан вот с чем. Вы никогда не были народным депутатом Украины, хотя попытки баллотироваться были. Но это не попытка была, это было решение Меджлиса, и тот округ, в котором я баллотировался, он был банально продан в тот период регионалам. Вообще все 10 округов в Крыму банально слили регионалам. Причем сливали здесь целенаправленно с Киева. Люди собрались, и у нас округ очень активный, это Симферопольский район и Бахчисарайский, и сказали, что в первую очередь для нас это есть единство крымско-татарского электората, и мы просто сказали, пал выбор на меня, и я сказал, хорошо, и выигрыш состоял не в том, чтобы стать столько депутатом Украины, сколько соблюсти те принципы нашей национальной борьбы, и я тогда набрал почти 15 тысяч голосов, что было впервые на этом округе за все выборы предыдущие. Ахтем Аха, собственно, вы знаете, что вчера буквально я общалась с Мустафой Джемилевым, который был в этой студии. Он раскрыл нам некоторые карты и рассказал о том, как происходило формирование списка Петра Порошенко. По сути, получается так, что вы заняли место Рифата Чубарова, да, потому что вам предложили, и Мустафе Аха предложили места повыгодней, чем Рифату Чубарову, и пришлось в Меджлисе решать, куда идти, и вчера Мустафа Джемилев предположил, что, возможно, было и неверно принято решение делегировать Рифата Чубарова, пусть и третьим, но в список партии Смешка. То есть тут получается такая история. Да? Рифат Чубаров был все последние 5 лет рядом с президентом, также вы присоединились в поддержке президентской кампании Порошенко и были очень ярким, если можно так выразиться, да, и очень заметным в этой президентской кампании. Тут уже какая-то внутренняя конкуренция в Меджлисе получается? Во-первых, я никогда места не занимал, и свой путь, и свои действия определял
в разрезе национальной политики и его представительного органа. Это все знают, и в Крыму, и в Киеве. И никогда я не, в отличие от таких случаев, от тех, что говорил и Мустафа, что некоторые позволяли себе играть амбициями и выступать, у меня амбиции всегда были вот в том ракурсе, который определялся единством народа, единством вот тех целей и задач национального движения, и в этот раз то же самое, ничего не изменилось. Что касается активности выборной кампании по Порошенко, да, у меня есть свое личное отношение, я уважаю, глубоко уважаю этого человека, потому что находиться в тюрьме и видеть, как его ненавидят твои враги и ненавидят за то, что его не смогли купить, продать, сломать. И мы все в тюрьме. Это здесь легко рассуждать, а вы в тюрьме. Крикните «Слава Украина!» среди 2,5 тысяч заключенных и зная о том, что у тебя и так там проблемы, а еще больше будут проблем. Но нужно было ломать эту ситуацию, и такие, как я, ее ломали и сейчас ломают в зонах, в лагерях далеких российских. Почему-то они говорят об Украине, наши политзеки, а не о том, как плохо им там или тяжело, или о тарифах, или еще о чем-то, а говорят о достоинстве своем. Так вот, приняв такую позицию, это не было, что я имел возможность отслеживать ситуацию, находясь в изоляции через адвокатов, через супругу, через тех людей, кто на суд приходит. А здесь такого рода ситуация, в общем-то, не находит понимания у манипулянтов. Поэтому это был мой выбор, осознанный в пользу Украины и в пользу выбора нашего народа. Наш народ демонстративно показывал свое уважение Порошенко как лидеру, как президенту страны. Но мы же знаем, если бы его внутренний мир не был бы таким, он бы вряд ли бы давал такие месседжи, где целый народ. Тут уже про внутренний мир сложно судить, да, но Артем, вы говорите об интересах крымскотарского народа. В 2014 году в Конгрессе, когда президент страны сказал, что он крымский татарин, то вот эта вера в Украину и вот эта борьба за украинство в Крыму среди крымских татар на порядок стала прочнее и мощнее. Вот почему об этом говорю? Это не пустые решения. Что касается... Я не хочу, чтобы просто превращалось... Чтобы у нас была дискуссия. Ухожу. Мне важно понять вашу мотивацию. Моя мотивация... Я напомню номер телефона сейчас, кстати, нашим слушателям. Кто захочет задать вам вопрос, 8 800 10 06 926. Звоните к нам в прямой эфир. Не хочу, чтобы это превращалось в агитацию, потому что у нас не дебаты, но, Ахтем Ага, смотрите, вы говорите о интересах крымскотарского народа. Да. Но в то же время, например, когда прозвучала официальная поддержка перед, во время президентской гонки, что вот Меджлис поддерживает такого кандидата, да, Порошенко. Многие посчитали, да, это логичным, это последовательное решение, но, с другой стороны, видя рейтинги, складывалось впечатление все-таки, что, может быть, не надо было так горячо поддерживать. Или, во всяком случае, как говорит Мустафа Джемилев, должна быть конструктивная, как он сказал, будет конструктивная критика, но если будут решения от избранного президента Владимира Зеленского действительно не идти вразрез с нашими, мы будем их поддерживать, да? Вы же взяли позицию очень такую радикальную. Так как вы высказывались относительно и до того, как был Владимир Зеленский выбран, и сейчас, когда он уже законно избранный президент Украины, это не оставляет шансов для того, чтобы был конструктивный диалог даже лично между вами и между действующим ныне президентом. И это откладывает свой отпечаток как-то, и, возможно, даже некоторую тень на весь Меджлис, да? Поэтому вот тут вопрос к вам. Это же политика. А в политике мы понимаем, что бывают разные рейтинги, бывают разные ситуации, и приходится договариваться в том числе. Тем более, если мы говорим о каких-то демократических векторах, которые уже, в принципе, во многом президент Зеленский высказал, и они во многом могут совпадать с мнением Меджлиса в том числе, да? То есть здесь, мне кажется, что вы не оставили возможности для диалога лично с президентом и лично с людьми президента. Потому что вы говорили в разных эфирах, это такое не забывается. А не надо забывать, во-первых. Во-вторых, давайте чуть-чуть вернемся. Я почему говорил, вы сказали о личном моем отношении в этих процессах. Так вот, когда сейчас то, что определились наши ребята, вернее, Меджлис определился идти
в нескольких таких партийных списках, это есть сегодняшняя объективная ситуация. И мы должны, вот есть, я читаю некоторые там высказывания, я уже говорил, что это либо неинформированность определенных людей, либо диктуется частью амбиций. Это вполне естественно, но в Меджлисе у нас как бы атмосфера такой горячей дискуссионности происходила всегда. Но чвар, вот хорошее слово, никогда не было. То есть мы нормально считаем, делимся мнением. Что касается моих высказываний, ну, знаете, я не думаю, что зрелость должна быть, во-первых, у тех, кто претендует на столь высокие должности. И мои высказывания не являются моим личным таким вот посылом, да, потому что то, что сейчас происходит в Украине, оно не может оставлять без тревоги людей, которые находятся на оккупированной территории. У вас есть возможность послушать их и понять, что тревогой охвачены сотни тысяч жизней, которые вот в той ситуации продолжают бороться за веру в Украину, за надежду. Я говорю о том, что политически в каких-то переговорах, участие в каких-то совместных проектах, представлять... Ну что мешает для этого? Ну вот я просто вас спрашиваю, то есть вы своими заявлениями, ну, мне сложно представить, что вы будете сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским, обсуждая какие-то вопросы, важные для Крыма. Знаете, что я вам скажу? Когда я находился в судах, мне сами так называемые судьи Верховного суда говорили: вы же усугубляете свое положение своими заявлениями. Я говорил: я знаю, что вы мне дадите 10 лет, за год-два я торговаться не буду. Это мои принципы. Поэтому сегодня меня какими-то рамками, которым кажется, что это дипломатичность и политическая там какие-то формы, не нужно. Окей, это ваша позиция, я поняла. Считаю, что говорить о тех объективных вещах, которые происходят, которые вызывают тревогу в Крыму, и сегодня мы эту тревогу уже чувствуем с вами здесь, сидя, те события, что произошли в Харькове, происходят сегодня в Киеве, то, что происходит в Одессе, то, что на юге Украины я сам видел в период этой кампании, они достаточно, но они не могут меня равнодушными оставить. И от успехов Украины зависит освобождение моей родины. Почему вы считаете, что я должен не говорить о тех критических вещах, которые происходят? Я не считаю, мне интересна ваша позиция, и интересно у вас спросить, да, поэтому... Да, я сейчас не к вам апеллирую. Да, я поняла. Ахтем Ага, смотрите, вы насколько, да, глубоко вы участвовали в написании программы Европейской солидарности, да, программ партии, и сколько там вообще есть Крыма, да, или для вас важна личность президента, а в принципе, что и какие-то основные месседжи в программе, а в детали вы не вдавались? Ну, во-первых, детали и вот те принципы, заложенные в этой программе, они имеют, то есть они уже имеют путь определенный за эти 5 лет. И сегодня, понимаете, вот когда говорят вот личное отношение к президенту, да, к лидеру, так или иначе все партии сегодня имеют отношение к своим лидерам вот в списках. Но при этом, конечно же, учитывая современные реалии, к формированию команды очень тщательно относятся наши избиратели, наши граждане. И тут, как бы, несмотря на мое такое личное отношение, что я всегда поддерживал Порошенко и поддерживаю, я помимо этого не ставил целью входить в становиться депутатом. Депутатство я рассматриваю как очередной этап борьбы. А вам предложили быть депутатом или каким образом это произошло? Да, мне вот предложили. Лично Петр Порошенко? Да, это было предложение, и, знаете, оно сперва прошли переговоры там с Мустафой, я, кстати, в них не участвовал, тоже из принципиальных соображений, потому что, я еще раз подчеркиваю, для меня не являлось это самоцелью, и все, кто меня знают по Крыму, знают, что я вмешивался в любые и украинского масштаба политические процессы, имея поддержку в народе. Это самое главное, вот это для меня было. Сейчас,
Я просто считаю, что мы должны акцентировать внимание на этих вызовах перед нашей страной. Команда мне очень импонирует, я их лично многих знаю, и вот последнее время то, что общался, это новые лица я бы не совсем бы применил к этому. Почему? Потому что эти люди, эти ребята, они и с оружием уже против врага стояли, и в волонтерской работе очень себя активно проявляли, и они везде узнаваемые, я с ними вот где не бывал, да, и их очень хорошо воспринимают, но при этом, конечно, они не были депутатами. Ну и что? Они были очень активной многие сейчас не были частью депутатами, своей. в том числе из крымчан, которые идут, крымских активистов, Совершенно. крымско-татарских Но это не значит, что это новые правозащитников в лица, том и числе. которые абстрагированы с Луны упали, и вот теперь для них новость, да, что, оказывается, у нас тысячами людей погибают на фронте, что у нас сотни тысяч там под террором находится фашистского государства, с которым, оказывается, надо любой ценой Давайте договориться. по программе, у нас просто немного времени, поэтому уж простите, перебиваю вас, для того, чтобы мы больше успели. Ну вот я, например, захожу на сайт, предвыборную программу смотрю Европейской солидарности, про Крым там есть ровно одно слово. Значить, сейчас я прочитаю два эти предложення. Ми створили потужну міжнародну коаліцію, яка застосувала проти російського агресора широкий спектр санкцій. Ця єдність має бути збережена, а санкційний тиск посилений. Працюватимемо, щоб увага світу була звернена до Криму та Донбасу, а Росія несла відповідальність за свої злочини. Да? Вот такая вот программа. То есть мне интересно, обсуждается ли что-то вот сейчас в подготовке к работе в парламенте, да, потому что я понимаю, что многие сейчас увлечены рейтингами, и непонятно вообще ситуация, кто в какой пропорции попадет и прочее. Не знаю, вообще об этом не думаю. Я просто спрашиваю, какая она есть партийная вот работа внутри в подготовке к выборам. То есть что конкретно про Крым, что для вас лично важно, чтобы политическая сила, в списках которой вы идете в этот парламент, что она должна сделать для Крыма, для крымско-татарского народа в будущем созыве Верховной Рады? Не раз отвечаю на этот вопрос и повторюсь. Мы должны продолжить вот этот путь перемог. Почему я не говорю побед? Потому что каждый воспринимает в этом слове по-своему значение. Понимаете, да? А вот перемоги – это вот то слово, которое соответствует ментальности, духу украинского народа. Так вот, в этом предложении заложено все то, за что мы бились, и за что наши бойцы кровь отдают, и за что народ наш. Мы же понимаем, что мы ищем путь, который будет действенным для оккупанта, для Путина лично. А нашелся Конечно, уже какой-то путь? Что конкретно? Есть ли какие-то вот такие шаги, которые вы обсуждали, может быть, при Петром Порошенко, в том числе в команде, в новой? Мы и сами есть участники этой команды и этих процессов, как Меджлис крымско-татарского народа. Последние годы то, что концентрация внимания и вот те месседжи, приняты в программу, в разработку международными институциями, это приносило надежду. Что я имею в виду? Санкционность, она должна была быть не просто последовательной, а увеличение. Еще не все инструменты, самые действенные, даже не применялись. Но это зависит от позиции Украины в первую очередь. Можно много апеллировать к Меркель, которая поехала встречаться с Путиным и фактически до чемпионата мира, и мы не смогли дожать вопрос освобождения наших политзаключенных. Мы можем много говорить о Макроне, у которого тоже как новое лицо есть расплывчатость в ряде подходов, но наш президент умудрялся своей дипломатией на все такие ключевые вопросы выезжать и доносить месседжи такие, от которых, может, и неудобно им некоторым было на международной арене, но они воспринимались. Так вот, я имею в виду, что мы сейчас должны продолжить этот путь. Вы до меня разговаривали с одним из моих соотечественников. Самое важное – это продолжить, чтобы в нас верили в Крыму. Верили вот в эти перемоги. Вы знаете, что мне в Крыму сказали после второго тура? Мы, говорит, с такой силой себя чувствовали в Крыму, зная, что победа будет, перемога будет действующего президента, и насколько мы сейчас битыми оказываемся среди этих подлецов-оккупантов, потому что у них оказывается мнение, что все, Украине хана.
Вот я вам Это мнение, выразил. да, отдельно взятых людей. Очевидно, что Нет, это не может быть это мнением... оккупантов я имею в виду. Да, смотрите. Я имею в виду оккупантов. Мнение и настроение после выборов очень разные, но мы видим, что 73% получил голосов избирателей, тех, кто пришел на избирательные участки, действующий президент Владимир Зеленский. И с этим нельзя не считаться, потому что это большинство украинцев, которые пришли на выбор, сделали такой выбор, в том числе и крымчане, часть крымчан, очевидно, которая приезжала для того, чтобы проголосовать. То есть конкретно, что зачем, это там посилення санкційного режиму, это одна из таких важных моментов. Когда, просто если говорить о последовательности и о том, чего ждут, вот вы говорите, да, там в Крыму, то я здесь последовательности не вижу, потому что сначала идет поддержка одного конкретного кандидата, да, всем меджлисам, а потом информация о том, что вот все как-то по разным списках, да, пошли. Неправда. В Крыму как раз-таки это нормально все восприняли. Я коротко сказал, что неинформированность некоторых, особенно здесь находящихся, и, может быть, где-то у кого-то амбициозность, дают такой фон, якобы это вот непоследовательно. Неправда. В Крыму все прекрасно оценили, и реальность, которая сейчас есть, лидеры общественного мнения, очень даже поддержали такую позицию. Вопрос в другом. Где бы мы ни были, в какой бы ситуации ни оказались, мы доказали, что мы будем стоять на тех ценностях, которые разорвать Крым от Украины нельзя. Успешность в Украине – это есть путь к освобождению Крыма. Не только, как сегодня выгодно тренд такой бросать, там, тарифы и так далее, да, вот благосостояние, но в первую очередь это сила на международной площадке и военная сила нашего государства. Вот это вот вкратце те вот посылы, которые сегодня европейская солидарность и пытается Ахтем Магадан, чтобы снова это, чтобы это никоим образом абсолютно не казалось да, такой рекламой только одной политической силы. Я напомню, что в наших эфирах мы будем приглашать, и мы приглашаем уже, у нас есть определенная там очередь из кандидатов, которые там крымчан и крымских татар, которые идут в разных списках в украинских партий в эти парламентские неочередные выборы. Я просто вот так вот несколько напомню, да, некоторую информацию. То есть мы знаем о том, что вот Ахтем Чийгоз и Мустафа Джемилев идут в политической силе, значит, Европейская солидарность. Мы знаем о том, что, например, Тамила Ташева и Саша Дворецкая идут в партию «Голос» с Вакарчуком. Мы знаем о том, что Рифат Чубаров третий номер в списке Игоря Смешко, «Сила и честь». Мы знаем о том, что, кстати говоря, да, ничего не вспомнила делегата Курултая, да, Рустема Умерова, который также идет вместе с Тамилой и Сашей Дворецкий, и Минеджи Пар, который идет с Гройсманом. Есть еще Андрей Сенченко, который идет своей политической силой, есть еще Сергей Куницын, который также идет на эти выборы. То есть, в принципе, по желанию крымчан и крымских татар, которые вот собираются и собираются идти в этот парламент и идут, да, видно, что, возможно, посмотрим, как это будет по факту, то есть какое-то количество именно выходцев из Крыма встретиться в Верховной Раде нового созыва. Есть ли какие-то планы относительно общих мессенджей, какой-то, может быть, даже депутатской группы, которая будет как-то, может быть, более мощно, чем это будет рассеяно в разных политических силах, вот в одной этой депутатской группе, например, представлять интересы Крыма? Я видел, что в 2014 году после неочередных выборов попытались создать такую крымскую группу, да? И, к сожалению, помимо таких самых активных наших депутатов, это вопрос эффективности не имел, будем говорить откровенно. Конечно же, мы не только с теми, кто пройдет из Крыма, но и у нас очень много союзников и в других фракциях будет, да? Дай бог, чтобы мы прошли, потому что это очень важно. Еще раз подчеркиваю, это очередной этап борьбы за Украину, за наши территории. Понимаете, мы пытались коренным образом изменить эту ситуацию в плане того, чтобы внести изменения в закон о выборах и для Крыма определить вот то недостающее количество депутатов, которые по умолчанию там выборы не проходят, и у нас нет не 450 депутатов, да, в парламенте. Но мы не смогли вот эту хорошую идею найти понимание в большинстве. Было бы гораздо разумнее сделать это. Есть вот такие мысли, чтобы Крым нужно, чтобы Крым всегда ассоциировался не просто декларациями
о том, что это территория Украины, нужно обязательно задействовать оттуда людей. Это первое. Вот мы пытались, например, Наримана, да, Наримана заместителя, Джалялова, да. как-то, Но, к сожалению, понимания здесь не нашли. Почему не только наши желания, да, или наши предложения, мы не могли не считаться с тем, что есть еще и некие предложения от этих партий, да, симпатии есть. Это вполне нормальный процесс. Понимаете? Я еще раз подчеркиваю, неосведомленность определенных Еще вспомнил, людей. кстати, Лиза Богутская в «Слуге народа» идет. Вот, это если мы уже собираем крымчан, да, потому что мы будем всех, я сразу еще раз говорю, мы всех приглашаем в наши эфиры, вот уже звоним на этой неделе. Ахтем, ну вот я о том, будет ли какая-то консолидация внутри, будет, да, внутри Верховной Рады, сколько бы там крымских будет. депутатов не прошло, то есть готовы ли вы все собираться, крымских. создавать депутатские группы, и главное, по вашему мнению, вот можете вы выделить 3 направления, которые для Крыма важно, эти направления реализовывать по вашему мнению, в будущем составе Верховной Рады? Я еще раз подчеркну, реализовывать программы по Крыму, не отстояв путь, вот который заложен в Украине, то есть это в первую очередь ее успешности на международных площадках, мы не сможем, это только декларацией закончится. Например, тот же самый вопрос, который помимо такого акта справедливости по отношению борьбы крымско-татарского народа за единую Украину, да, это еще и серьезный инструмент реализации на международных площадках вопроса возвращения Крыма, да, как при изменении статуса автономии, да, в пользу национально-территориальной. Как мы его будем проводить, если мы здесь не сможем консолидировать все силы, которые бы были бы большинством в парламенте, если мы разбежимся по основным направлениям, например, развития Украины. То есть сейчас угроза реваншизма, она для всех очевидна. Понимаете? Поэтому я и говорю, что вопросы Крыма, они непосредственно связаны с теми внутренними вопросами на материке. И в этом вопросе мы, конечно же, мы не раз декларировали, вернее, призывали объединить усилия, потому что угрозы сегодня, вызовы этих угроз достаточно серьезные, к сожалению. У нас есть слушатель, правда, очень мало минут. 3 минуты до конца эфира, время просто неизбежно. По «Слуге народа» я вернусь, потому что... Да, давайте выслушаем очень коротко ваш вопрос. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы. Здравствуйте, Катерина, это Владимир, ваш постоянный слушатель. У меня такой вопрос. Судя по последним рейтингам, в парламент проходят «Слуга народа», «Батьковщина», партия Шария и оппозиционный блок. Что будет делать ваш собеседник, когда его Порошенко и Смешко пролетят со свистом мимо парламента? Да, партия Шария, это, конечно, интересно, какая-то новая партия, по-моему. Да, спасибо, Владимир, за ваш вопрос. Да, на самом деле рейтинги, они вот такие, знаете, сейчас меняются. Непонятно вообще, что будет. Или я не четко говорю. Или а вот если нет, вот если не пройдет политическая сила, с которой вы идете. Я всегда говорил, еще на президентских выборах, когда говорили, что вот эти вот сумасшедшие рейтинги, я говорил о том, что мы всегда, крымские татары, опирались на народ Украины, на ту его часть, которая доказала, что после 25 лет мнимой независимости способна биться за свою страну, за ее успешность, за европейский выбор, за НАТО, за свои территории, доказала, что даже 18-летние пацаны за щитами картонными готовы отдавать жизнь. Наши граждане в Крыму доказали, что они не будут перманентно определять свои действия по каким-то ситуативным манипуляциям, будут биться за свою страну, и это будет объединять от Львова до Крыма всю страну будут. Наши воины доказали, что они сегодня самой сильной угрозе в мире российскому фашизму сумели дать по зубам так, что они остановились в своих стремлениях покорить всю Украину. К сожалению, пытаются через внутренние силы теперь нас разрушить. Не выйдет. Поэтому не самоцель. Есть этапы борьбы. И в тюрьме я для вашего слушателя говорю, в тюрьме я определял свой этап борьбы, что это мой фронт. Понимаете? И вместе с нашими гражданами Украины и с нашими партнерами международными
Мне удалось эту битву выиграть. Я очень надеюсь, что и Сенцову, и Балуху, и другим сотням нашим недавно 65 лет на 4 дали. Они тоже в это верят и тоже считают это своим фронтом борьбы. Поэтому скептицизм, он не по мне и не для той активной части населения. Спасибо вам огромное. Время нашего эфира 30 минут пролетели. Ахтем Чийгоз в нашей студии, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. И посмотрим, да, что дальше с выборами. В наших эфирах мы будем общаться со всеми крымчанами. Мы приглашаем просто всех, которые крымчанами, крымскими татарами, которые идут в разных политических партиях на этих парламентских внеочередных выборах. С вами Радио Крым Реалии, я Катя Некреча. До новых встреч!